Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер команды «Севастополь» Ангел Червенко расскажет нам, каким он увидел этот матч. Ну, мы знали отлично, что будем играть против наигранной, хорошей, стабильной команды. И нам хотелось показать динамичный, агрессивный футбол. Начали так агрессивно. Нам удалось, шла 6-я минута, думаю, когда мяч попал в штангу, но не успели забить. В общем плане мы хотели держать хорошую компактность, хорошее перемещение. И, к сожалению, у нас получилось так, что мы сделали очень много тактических ошибок. Ошибались больше, чем соперника. И поэтому не всегда игра получалась. Эти моменты, важные моменты, которые определяют и результат, не были в нашу пользу. Я не знаю, почему и судья помогал так, но это влияет на результат. Хотели и второй тайм поддержать эту динамику. На поле появились быстрые, агрессивные футболисты. Но в конце концов ситуация такая. После стандартной ситуации мы получили 2 гола. И проиграли эту игру. Могу сказать, что мы не играли на свои возможности сегодня. Я хотел увидеть больше, хотел увидеть максимальные возможности. Но не всегда получается. Это футбол. Многие специалисты перед этим матчем говорили, что скорее всего победит тот, кто забьет первым. Не было ли желания поиграть, продолжить сухую серию и, может быть, если не забить, то хотя бы не пропустить, сыграть просто 0-0? Ну, конечно, у меня была и вторая идея, если мы играем от обороны, но это не нравится болельщикам. Так что мы будем продолжать в таком плане, будем играть агрессивный, атакующий футбол. Спасибо, да, Ангел, возвращаясь к игре в Мариуполе, в ведущих чемпионатах, там в Англии, в Германии команды играют, ведущие команды где-то в 3 турнирах, играют постоянно 2 раза в неделю. В Украине 2-я часть чемпионата началась в конце марта, все-таки речь идет о премьер-лиге, о высшем дивизионе чемпионата Украины. И вот спустя несколько встреч вы выпускаете резервный состав. Это, в принципе, немножечко странно, согласитесь. Резервный состав у нас нет. У нас все основные футболисты. А кто будет играть, они показывают единственно на поле. Я доволен, что молодые, которые играли в Мариуполе, играли на свои возможности, защищали свое имя. И это и будущее. Надо давать возможности на молодые футболисты. И это я сделал. Просто дал шанс. Впереди игра с Металлистом, с Харьковским. Сели к этой игре здоровы, живы, и на что мы рассчитываем в этом матче? Но, конечно, наши проблемы так стоят, потому что и с Литовкой проблемы, с Мищенко проблемы. Сейчас у Кости Ярошенко нет хорошего состояния. Он не играет на свои возможности, потому что у него такой маленький проблем. Он лечится, но старается играть на 100%. Вы знаете, что если другие футболисты, которые не могут принять участие, как опытный Мате, он продолжает лечиться. К сожалению, с Карноза однозначно не будет играть вообще до конца. Так что это наш потенциал, и мы будем стараться доиграть до конца. Это наш потенциал. Я хочу увидеть только самоотдача на поле и игра на свои возможности. А как будет, никто не знает. Знаем, что будет 2-я очень тяжелая игра против Металлиста. Металлист очень классная команда. Но я хочу увидеть старание на поле, самоотдача
и борьба до конца. Это все. Спасибо, да, Владимир Андреевич. А ваша оценка сегодняшнего судейства? Просто... Если я говорю, могу сказать нехорошие слова. Потому что хотели увидеть просто 50/50, или как там, как говорим, фэрплей. Но такого, к сожалению, не увидел. Плохо, когда все видят, что судят в одну сторону. Это не помогает футболу. Но мы эти вопросы не рассматриваем. Я хочу увидеть другие вещи на поле.